Приветствую вас, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем с вами марафон здоровья, зарядка с директором, гимнастика с ректором, разминка с главой, зарядка с тобой, зарядка с наставником, разминка с напарником, Урал круговой, пример всем живой. Зарядка с врачом, болезнь нипочем. Зарядка с учителем, для мозга целителем. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я приглашаю вас делать оздоровительную гимнастику. Это может быть оздоровительная гимнастика Урал, которая основана на древнем фольклоре, с одной стороны, а с другой стороны, это новые психологические, психотерапевтические разработки. Я приглашаю всех представителей всех профессий, всех специальностей, руководителей всех уровней. Пожалуйста, подключайтесь, показывайте пример другим, и этим вы, возможно, укрепите чье-то здоровье. Потому что гимнастика Урал дает двойную пользу. Первое – это объективная польза. Движение – это жизнь. И в гимнастике Урал специально продуманные движения, которые основаны на научных данных. Например, лимфогимнастика Александра Микулина, мы ее тоже включили в комплекс Урал, дополняется еще вот этими замечательными образами, образы птиц. Здесь мы включаем уже психологию, субъективная польза. Можно представить, как вы, входя в образ птицы Феникс, включая еще глубокое дыхание, дыхательную гимнастику, да? Вы в этот момент включаете ресурсы своего воображения. И здесь соединяется наша вера в то, что когда мы делаем упражнение в образе птицы Феникс, полностью восстанавливается организм. Полностью. Как птица Феникс возрождается из пепла, так и ваш организм полностью восстанавливается. Что доказано данными из охраны труда и здоровья. Организм во время перерывов восстанавливается. И я предлагаю вам делать такие перерывы. Очень даже рекомендую делать производственную гимнастику во время перерывов, когда восстанавливается кровообращение, когда восстанавливается лимфообращение. Вот здесь уже включается объективная польза. Значит, будет хорошее питание клеток, транспортная функция выполняется, ваши клетки, ткани будут получать кислород, питательные вещества, а продукты выделения, они будут лучше выходить из организма. То есть венозная кровь, она тоже требует определенного, скажем так, воздействия, что делается как раз-таки в упражнении Микулина. Ну а те люди, которые придумывают новые упражнения, я знаю, что такие люди есть, которые придумывают новые упражнения, да, новые упражнения Урал. Вот недавно вот такое увидел упражнение в училище искусств. Ну, сам Бог велел, да. То есть коллеги, которые занимаются искусством, они просто вот так взяли, когда мы проводили марафон, воркшоп всероссийский, вернее, по здоровью, по ЗОЖ, тут встали и вот так вот сразу показали вот такие упражнения. Для меня это было новинкой. И для таких коллективов у меня будет отдельный подарок, когда и директор делает гимнастику, да, и мне очень понравилось то, что и психолог, и директор колледжа, они прямо включились и вместе делали, показывали пример коллективу, студентам, преподавателям, всем показали пример, а тут и преподаватели подключились, да, со студентами, с активистами. Должно быть вот это здоровое ядро. Должен быть костяк в каждой организации, который движет вперед к развитию коллектив, вперед к укреплению здоровья. Да? На основе здоровья, потому что только можно двигаться куда-то. Базовые упражнения я показал. Да? Птица Феникс, рыба, это тоже может быть по щучьему велению, по моему хотению. Укрепляйся здоровье. Здесь же можно и такую мысль направить.
И знаете, в трудах наших отечественных ученых, про Микулина я уже упомянул, есть еще Сытин, очень полезные целительные настрои Сытина, когда мы внушаем, можно сказать, себе, что мы здоровы, что мозг функционирует устойчиво. И давайте вспомним, что мы делали год назад, 2 года назад. Делая эти упражнения, мы настраивались на то, что мы потомки тех людей, которые прошли естественный отбор, что мы устойчивые, стрессоустойчивые, можем справляться с любыми стрессами, с любыми вирусами, мы можем справиться со всем, с любыми болезнями. И концепция нулевой заболеваемости была рождена именно благодаря практике Урал, благодаря многолетней практике. И 4-5 лет – это вполне достижимая цель без каких-либо заболеваний, без простудных даже заболеваний. Если, конечно, закрадывается какое-то сомнение, что поможет, не поможет, а что у меня со здоровьем, крепкий он, не крепкий, больной, не больной. Если вот так думать, конечно, вот это сомнение, оно может спровоцировать и болезнь. Лучше, конечно, не сомневаться. Лучше просто настроиться на то, что эти упражнения помогут, они укрепят вашу нервную систему, укрепят ваш иммунитет, улучшат кровообращение, лимфообращение, и польза в любом случае будет. В любом случае будет улучшение. Поэтому эти упражнения делайте на регулярной основе. Они безопасные, они простые, никаких приспособлений даже для этого не нужно. Да? То есть достаточно просто желания. НЖ, приветствую вас. И, дорогие друзья, мы переходим к следующему образом. У нас в этом году год тигра. Да? Вот я родился в год тигра. И когда, можно сказать, мой год приближается. И когда вот работал в одном холдинге с персоналом, руководитель вот этого холдинга говорит: ну, давайте мы сейчас прямо входим в образ тигра, да, и начинаем двигаться. Начинаем двигаться, идти вот так вот. Входим в образ тигра. И вот пока мы приветствуем год тигра таким образом, у нас же новогодний марафон. Ну, давайте я тоже шапочку одену, вот как наш кот, он тоже в новогодней шапочке. Я тоже одену вот такую новогоднюю шапочку. Приветствую год тигра, с наступающим Новым годом, дорогие друзья. И сейчас мы в образе тигра начинаем идти вперед к году тигра. Посмотрим, каким он будет. 2022 год. В любом случае, нам нужно укреплять здоровье. Это просто без вариантов. В любом случае, нужно настроиться на позитив. Настроиться на то, что цели будут достижимы. И здоровье нам поможет. Здоровья, активного долголетия всем желаю. Всем, кто смотрит. Гузель Салаватовна, приветствую вас. Хаумагагыв. И, конечно же, после тигра мы уже переходим к образу человека, к образу человека. Кстати, сегодня день башкирского языка. Акмула, наш великий Акмула говорит: ухыл-коряк, да, то есть на постоянной основе нужно учиться. Я вспоминаю слова одного из своих преподавателей, который сказал мудрую вещь, что нужно на постоянной основе заниматься развитием. То же самое, что сказал и Акмула, да. И Ленин говорил: учиться, учиться и учиться. То есть эта мысль, она очень древняя, она, можно сказать, очень давняя. И данные психологии, психиатрии, психотерапии это подтверждают. Пока наш мозг работает, пока мы не находимся в ловушке опыта, ловушка опыта, когда ты уже знаешь, что все умеешь, все уже знаешь, тебе уже нечему учиться, можешь только обучать других. Вот эта вот ловушка, она приводит к тому, что мозг перестает получать новую информацию, мозг перестает развиваться, и в этот момент он начинает уже, функции мозга атрофируются, и это влияет уже на весь организм. Поэтому, дорогие друзья, учитесь на постоянной основе. Укау-коряк. И я предлагаю вам очень хорошо изучить эпос Урал-Батыр. В эпосе Урал-Батыр есть люди, вот сейчас мы будем делать упражнения в образе людей, это родители Урала. Аурыл, Хазлау, Курмаган.
Курмаган они не видали такого, да. Аурел Хадлау, ну, болезни всякие, да, болезни, недуги, ну, нет, не видели, не проходили такие, не видали. Они болезней не видали. Шары Нагаева, приветствую вас, Шары из Нагаева. Я думаю, что как раз впереди праздник, год тигра. И вот в образе тигра как раз таки можно будет с шарами еще, кстати, идея. Может быть, нам с шарами сделать еще упражнение. А сейчас мы входим в образ людей, которых не брала никакая болезнь. Совершенно никакая болезнь их не берет. В этом образе, включая и научные данные, можно сказать, настрой по Сытину сейчас происходит, да, а может быть наши бабушки, дедушки, целительницы наши с помощью молитв, которые активировали потенциал мозга, они все это применяли. Они все это применяли, применим и мы. Почему мы будем отказываться от того, что, можно сказать, у нас есть и в генах, и то, что нам дает Гульшат, приветствую, присоединяйтесь к оздоровительной гимнастике. И то, что нам дает сама история, то, что нам дают тексты древние, да, то, что у нас в произведениях есть, да, в эпосе Урал-Батыр, Акмула тот же самый, говорит, что постоянно нужно развиваться, постоянно нужно изучать. И вот сейчас мы как раз-таки прикоснемся, немножко приоткроем просто первая часть эпоса Урал-Батыр, Яшлик, газета Хаумагагар, Бугун Башкорт теле, да, Башкорт теле. И мы работаем и с идеей Акмула Укукаряптиган, и работаем с эпосом Урал-Батыр, где и были у нас люди, которых не брала никакая болезнь. Напишите, что это за люди, как вы думаете, что за люди, которых вообще не берет никакая болезнь. Ну, начнем с первых. Первые это, конечно, это родители Урала. В образе родителей Урала можно делать любую гимнастику, любую зарядку, любую психогимнастику. Важно просто на какое-то время настроиться мужчинам, что это ты это Янбирды, мин Янбирды. Хатын Хадар это ляр мин Янбика. Янбика это мать Урала, которая не берет никакая болезнь. Ну а в образе отца Урала можно делать простое упражнение «Проводник между землей и небом». Это действительно, можно сказать, был такой проводник, который Ян Берды, это вдохнувший душу. Но где-то он взял же эту энергию. Может, он был как раз-таки таким проводником. Представляем, как будто мы собираем энергию и земли, и неба. Когда руки идут вниз, как будто собираем энергию земли. Когда руки идут вверх, представляем, что собираем энергию неба. Несколько раз делаем. Очень важный момент в технике выполнения. Вдох через нос, глубокий, протяжный, и протяжный глубокий выдох через рот. И делаем определенный упор даже как бы через зубы, через губы. Вот так. Это очень полезно для тех, кто переболел коронавирусом. Это дыхательная гимнастика, вот то, что они шарики надувают, в трубочку дуют воду. Это преодоление определенного сопротивления, это тренировка, гимнастика для легких. Здесь мы без всяких приспособлений, ни шарики не нужны, ни вода, ни трубочки. Видите, ваш организм и есть основной снаряд. Ваш мозг это главный СИЗ, да, средство индивидуальной защиты от всяческих вирусов и травм. Мы применяем какие-то средства индивидуальной защиты, меры, благодаря тому, что осознаем, да, осознанное здоровье, как осознанная безопасность. Итак, мы поработали с образом и человека, поработали с образом птиц, да, поработали с образом рыбы.
С годом тигра, с тигром мы тоже поработали. Вот у нас тигр движется. Добавим еще упражнение. Тигр перешел в галоп. Поскакали. Приподнимаемся на носочки. Базовое движение — это всегда приподнимаемся на носочки и делаем полуприседания. Именно такое упражнение является наиболее безопасным, наиболее спокойным, наиболее комфортным для любых возрастов. Да? Полуприседания. Полностью не приседаем для того, чтобы вдруг у кого-то с суставами проблемы. Можно делать вообще очень медленно, в медленном темпе. Но я делаю днем сейчас в формате такой зарядки, в формате гимнастики производственной, чтобы быстро зарядиться. А кто-то может медленно делать, спокойно, перед сном, например, спокойно, медленные упражнения. Ну, лучше где-то часа за 2 до сна. А у кого вообще нет возможности делать упражнения, делайте упражнения в видеомоторном формате. Идеомоторная гимнастика УРАУ. Просто смотрите видео, как я делаю гимнастику, и представляете, что это делаете вы на самом деле в этот момент. Представляете, как вы входите в образ рыбы и как будто бы движетесь вот так вот, обходя какие-то острые углы, болезни, какие-то проблемы, препятствия. Вы все равно находите наиболее гармоничный, наиболее правильный, верный путь. Либо смотрите, как я делаю гимнастику, и тоже представляете, будто делаете это вы. Но это, конечно, вариант идеомоторная гимнастика для тех, кто не может по разным причинам делать объективно гимнастику. Это те люди, которые прикованы к постели. Это у кого были инсульты, инфаркты, переломы, парализованные. После коронавируса, кто лежит прямо, да, в ковид-госпитале. И вы в этот момент в любом случае запускаете через мозг импульсы, нервные импульсы. Идеомоторная гимнастика, она хорошо изучена, она как раз таки применяется как такая помощь для восстановления, когда еще нельзя двигаться, объективно нельзя двигаться телом. И когда вы просто, Ксения, приветствую, и когда вы просто представляете, конечно же, мозг направляет импульс, мышца начинает немножко двигаться, начинаются какие-то шевеления, микродвижения, а это движение, это жизнь. Те, кто прикован к постели, ну, действительно большой риск, то, что не будет движения, не будет хорошего кровообращения, не будет хорошего лимфодренажа, а здесь как раз-таки это нужно. Движение в любом формате, каждый день обязательно. Утро я начинаю с практики УРАУ. Еще, можно сказать, еще не встал, но уже начинаю там какие-то вращения уже руками, ногами, пошевелились, покрутили, да, встали и уже начали, уже вариации какие-то, вариации пошли у нас. Вот. Стихии, с этим тоже можно хорошо работать. Колпачок вам очень идет. Спасибо, Ксения. Мы уже создаем новогоднее настроение. Видите, у кота тоже такая шапочка. Ну, это кот, который хочет стать тигром. Впереди у нас год тигра. И поэтому настраиваемся, входим в образ тигра. И этот тигр может быть такой, потянулся. Не обязательно даже куда-то он бежит галопом, да, по Европам. Это может быть просто тигр, который решил потянуться. А после того, как подвигались, растяжка как раз таки самое то. Тигр, который, да, вот так вот, ага, потянулся. Тоже можете потянуться, и в любом случае чувствуете, что надо подвигаться. Какое-то время вы поработали, может быть, за компьютером, какая-то другая, может быть, была работа. Перед физической работой обязательно нужно размяться, разогреть мышцы. Любой спортсмен скажет, что нужна разминка перед выполнением физических работ, чтобы не травмировать мышцы. Потрясли руками, ногами. Мы уже работаем с образом человека. Поработали с образами животных, поработали с образами рыб, птиц, все стихии, стихии земли, стихии воды, огня, воздуха. Все мы задействуем.
и в образе человека, у которого горит огонь в душе, да, вот, энергия у которого просто восстанавливается, никогда не кончается, да, вот в этом образе начинаем делать уже любые упражнения. Все упражнения, которые вы знаете, которым вас учили ваши, можно сказать, воспитатели, ваши учителя, ваши руководители, ваши наставники. Все упражнения, которые знаете, вы просто обязательно делайте. Замочек давайте сделаем так, осанка ровная. И при этом вспоминаем то, что мы люди сильные, которые прошли естественный отбор, люди, которые являются потомками наших ветеранов Великой Отечественной войны, которые прошли войны, эпидемии, а до этого сколько было всяких эпидемий. Все нормально, все прошли, живы-здоровы, движемся дальше, чего желаем уже нашим детям, нашим внукам, нашим коллегам, друзьям, родственникам, всем, кто сейчас смотрит, живет, продолжает дальше двигаться к целям. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Я желаю вам здоровья, в год здоровья, активного долголетия. И для тех, кто покажет интересные какие-то оригинальные упражнения, у меня будет дополнительный подарок. Дополнительный подарок. Вот такая вот монета, верное решение, Урал. Урал, верное решение. Вот такая монета. Она отправится тому человеку, который покажет оригинальные упражнения. Те упражнения, которые я не видел. Я приводил в пример училище искусств, да, очень интересное было упражнение. Ну, прямо я взял себе в копилку, спасибо большое. А те коллективы, которые поддержат своих лидеров, которые являются примером для других, вот для этих коллективов будет дополнительный подарок, размещение всех профессий ваших и размещение информации об организации на профориентационном портале profesiolog.rf. В этом году в Республике Башкортостан год здоровья и активного долголетия, а в Российской Федерации год науки и технологий. И вот эта здоровье сберегающая технология, практика Урал, она вам в помощь. Применяйте, будьте здоровы, опирайтесь на науку, движемся вперед. Пока.